Уфимские службы достигли экватора ремонтной кампании инженерных сетей. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Вадим Сюндюков, исполнительный директор как раз-таки Уфимских инженерных сетей. Вадим Венерович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Я понимаю, что у вас сейчас горячая пора, однако спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию и готовы ответить на наши вопросы. Ну, почему мы вас пригласили? Потому что это одна из самых актуальных тем — инженерные сети. Итак, экватор работ уже достигнут. Расскажите, с каким результатом подходите к сегодняшнему дню? Все верно. У нас на сегодняшний день уже половина работ выполнена. Это я про подготовку именно тепловых сетей, про подготовку котельного оборудования и центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день уфимскими инженерными сетями выполнена работа по замене тепловых сетей порядка 600 погонных метров. Текущий ремонт котельного оборудования порядка 60% от общего количества и где-то 65% по центральным тепловым пунктам. Также бы я отметил о том, что выполнены энергоэффективные мероприятия. Это касается автоматических регуляторов центрального отопления. Порядка 7 объектов мы выполнили. И планируем еще в следующем экваторе, скажем так, у нас завершение всех ремонтных работ, которые непосредственно могут повлиять на отопительный сезон. Это условно мы для себя говорим 15 сентября. Мы еще планируем заменить порядка 1 километра сетей и остаток подготовки текущего ремонта котельного оборудования. Отмечу, что со стороны УИСа выполняются работы по реконструкции котельной по улице Тукаева. Там мы устанавливаем порядка 6 котлов, общей производительность 60 гигакалорий часовых. Ну и, соответственно, это позволит повысить надежность потребителей, подключенных от этого источника, ну и возможность подключения новых объектов подключения в лице застройщиков, либо других заявителей, которые хотят подключиться к нам. Вадим Венерович, вот вы сейчас озвучили цифры именно ремонта и текущего, и капитального, я правильно же понимаю? Если брать все инженерные сети, которые входят именно под ваше ведомство, это сколько процентов? Я, наверное, разделю город Уфа на 3 составляющие. То есть уфимские инженерные сети мы занимаем одну третью части города Уфы. Это исторический центр города Уфы. Это Карла Маркса, Ленина, Заки-Валиди, Гуфури, Зеленую рощу в целом занимаем и микрорайон Дема. Вот в этих зонах теплоснабжения, соответственно, мы и работаем. Другие отдаленные районы, как Новые Черкассы, уж не буду говорить. Там, в принципе, у нас одна небольшая котельная и пару жилых домов с социальным объектом школы. Обновление скольки процентов инфраструктуры коснется, которая подведомственна вам? К сожалению, от общей протяженности сетей, которые, соответственно, у нас находятся в обслуживании, в эксплуатации, это порядка 300 километров сетей, мы планируем заменить 1,6 километра сетей всего. Требуется, конечно же, это вот в процентном выражении где-то порядка 1,2%, нам требуется порядка 5%, как регламентируют, соответственно, нормативные акты. Ну как можно будет решить этот вопрос? Может быть, это не настолько критично? Я бы отметил так. После каждого отопительного периода мы проводим гидрологические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Соответственно, выявляем узкие места, устраняем их, и там, где, соответственно, есть многочисленные повреждения, мы с своей стороны планируем капитальный ремонт этих участков, заменяем и, соответственно, повышаем надежность этой зоны. В отношении других участков сети мы также проводим планово, как требуют нормативные технические документы. Это техническое освидетельствование трубопроводов, экспертиза промышленной безопасности. Тоже ежегодно они выполняются. По результатам составляются экспертные отчеты. Ну и даются мероприятия и рекомендации, что нужно выполнить в тех участках, которые провели техническое диагностирование. Ну и дальше опять-таки планируем к замене. Вот в отношении объемов, которые бы хотелось бы, да, мы понимаем прекрасно, что уровень изношенности сетей составляет
порядка 70-75% технической изношенности сетей. Но так или иначе мы стараемся и выполняем эту задачу по надежности теплоснабжения и качественному поставки тепловой энергии потребителям. Мы говорим о том, что только экватор ремонтных работ, а, соответственно, наших телезрителей наверняка будет интересовать вопрос отключения горячей воды. Сколько домов, может быть, уже сделано, и сколько еще нужно будет отключать воду и так далее. Может быть, эта информация есть? Ну, конечно, к сожалению, без отключения горячего водоснабжения потребителей мы не можем приступить к работам. Это связано с технической невозможностью. Мы от 1 до 3 раз в период ремонтной кампании производим отключение жителей. Если посмотреть на, скажем так, график выполнения работ, то мы уже единожды всех потребителей в зоне теплоснабжения уфимских инженерных сетей уже отключили и отключаем до сих пор. Даже взять эту неделю, мы с 28 июля отключили исторический центр города Уфы для проведения осенних уже так называемых гидравлических испытаний магистральных сетей. И в последующем также каскадом пойдет уже по другим районам. Мы с вами уже показательно коснулись вопроса о том, что есть капремонт, есть текущий ремонт. Что включает в себя капитальный ремонт? Можем подробнее поговорить? Капитальный ремонт включает в себя полностью замену участка сети, трубопроводов, если мы говорим, соответственно. Это, скажем, старый элемент трубопровода вырезается полностью, новый, соответственно, устанавливается, монтируется. В текущий ремонт входит это так называемые колодцы, в простонародье жители говорят, либо у нас тепловые камеры техническим языком. В тепловых камерах находятся задвижки. Данные задвижки необходимо ежегодно проводить по ним работы в части смазки, для того, чтобы легче открывалась задвижка, и смазывать сальниковые компенсаторы, находящиеся в этих же тепловых камерах. Это позволяет, соответственно, сети, скажем так, двигаться по причине, сальниковые компенсаторы нужны для того, чтобы сеть могла при температурных расширениях, потому что у нас температурный график гуляет от 70 градусов до 150-130 градусов. И, соответственно, металл имеет свойство расширяться. Мы, соответственно, эти сальниковые компенсаторы элементы устанавливаем, их смазываем, для того, чтобы сеть могла спокойно работать. Это текущие ремонты. Есть реконструкция. То есть реконструкция сетей, если мы говорим, опять-таки, это уже касается, если вы заметили, по улице Гуфури у нас проводятся работы по замене сети. Тоже вроде как элемент вырезается, но там увеличивается диаметр сети. То есть с 500 миллиметров мы увеличим до 700 миллиметров. Это связано с тем, чтобы повысить, во-первых, надежность теплоснабжения потребителя, а также подключаемые объекты, которые идут по улице Коммунистической, Чернышевского, новые объекты теплоснабжения, которые в скором времени у нас в городе Уфа появятся. Да, я думаю, мы заметили, и многие наши телезрители заметили, что на улице Гафури идут ремонтные работы. Еще мы заметили, что там висит баннер, на котором написано, что они продлятся до октября. Точно ли эта информация? По плановым датам все верно. У нас планируется до конца октября данные виды работ, но это никак не повлияет на отопительный сезон, потому что мы предусмотрели байпасные линии, соответственно. Но с улицы Гафури мы уйдем уже где-то к концу сентября. Должны в этот период успеть, соответственно, закрыть, скажем так, благоустроить улицу, закрыть асфальтом, и, соответственно, приступить к работам внутриквартальных сетей. Там тоже есть работы, которые необходимо будет до конца октября выполнить. Но с улицы Гуфури мы уйдем. Вадим Венерович, еще вопрос. Есть такое понятие, как паспорт готовности дома к зиме. Насколько это необходимый документ, и каждый ли житель может его посмотреть? Роза, я бы, наверное, отметил следующее. То есть у нас паспорт готовности означает, что объекты теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации, теплосетевые организации готовы к отопительному периоду и надежному поставке ресурсов. Минэнерго выпустил документ в ноябре 2024 года, он действует с 1 марта 2025 года, который регламентирует порядок
как организационный, так и технический. И в него внесли уточняющие, скажем так, требования, а это именно там 23 критерия, по которым управляющие компании должны в лице интересов собственников МКД, многоквартирных домов, должны подготовить дом для качественного приема ресурса и, соответственно, надежного теплоснабжения данных объектов. В части также теплоснабжающих организаций тоже внесли соответствующие изменения. Нас оно, в принципе, скажем так, мы ежегодно эти работы так или иначе выполняем. Более организационно мы к этому вопросу всегда подходим. И выдает этот паспорт готовности у нас орган местного самоуправления. Сроки, соответственно, этим приказом предусмотрены 15 сентября. Ранее я вам говорил, вот 15 сентября мы установили для себя понимание, для того, чтобы, соответственно, 15 сентября все объекты были готовы к подаче ресурсов, в случае, если наступит раньше отопительный сезон. Значит, каждый житель может, в принципе, понимать, по всем ли критериям управляющая компания подготовила дом, в котором живут люди. Правильно понимаю? Все верно, понимаете. У нас, наверное, по практике города Уфы я возьму, мы внедрили, скажем так, информационную систему, я в плане городского округа беру, на программном обеспечении ЭЛДИС. Ранее озвучили мы в других эфирах в отношении передачи показаний с приборов учета многоквартирных домов в данную программу ЭЛДИС. Вот туда же подгружаются и документы управляющих компаний, которые там зарегистрированы. И нам проще, легче смотреть на документ, который загружают, и ставить оценку, готов или не готов объект к подаче ресурса. То есть управляющая компания этот паспорт, условно говоря, заполняет, и уже МУПУИС, например, те дома, которые входят, уже смотрят, соответствует нормам или нет. Вы прям четко, как будто знаете приказ министерства. Да, вот именно ресурсоснабжающая организация контролирует о том, что управляющие компании загрузили и предоставили это комиссии. Комиссия рассмотрела, то есть комиссия создается городским округом также. Вот, комиссия рассмотрела, что документы также есть, и предоставляется эта ресурсоснабжающая организация для, скажем так, нормы контроля. Да, то есть соответствует ли управляющая компания на квартирный дом тем критериям, которые требует законодатель. Ну и последний вопрос именно в этой сфере. И в этой сфере тоже есть мошенники. Кого стоит опасаться? Давайте буквально в нескольких словах расскажем нашим телезрителям. Всем известно, что сейчас идет ряд, скажем так, как информационных, так и финансовых атак в отношении мошенничества, а это вот на нашей практике именно подделывают квитанции. Подделывают квитанции в каком формате? То есть от лица ресурсоснабжающей организации кладутся в подъездах в ящики, в почтовые ящики квитанции с поддельным QR-кодом. Соответственно, совет хотел бы дать жителям в отношении, когда переходите по QR-коду, обязательно сверять реквизиты ресурсоснабжающей организации. Реквизиты ресурсоснабжающей организации, если необходимо, они размещены на официальном сайте ресурсоснабжающих организаций. Также можно производить оплату через личные кабинеты ресурсоснабжающих организаций, либо через компанию ООО «ИРЦ», Единый информационно расчетный центр, который, соответственно, также имеет личные кабинеты и свои расчетные счета. Если какие вопросы появляются, соответственно, необходимо просто позвонить по горячей линии в ресурсоснабжающую организацию. Также размещена на официальном сайте. Вадим Венерович, спасибо огромное, что, несмотря на такое горячее время, вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали информацию о том, как республика, как город Уфа готовится к зимнему периоду. Спасибо. Спасибо большое, Роза. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.